Сокращение экономических потерь из-за пандемии коронавируса, изыскание дополнительных средств для пополнения бюджета страны, развитие регионов, а также полное внедрение цифровизации в деятельность государства. 11 основных пунктов работы правительства представил Кубатбек Боронов в Джугурку Кенеше. Какие еще планы стоят перед так называемым техническим правительством, на ближайшее время расскажет Айтул Консулпуева. Народные избранники обсудили вопрос об утверждении программы деятельности, определения структуры и состава правительства страны. Основные пункты работы будущего Кабмина представил исполняющий обязанности премьер-министра Кубатбек Боронов, который в ходе своего выступления обозначил 11 приоритетных задач, подчеркнув, что работа правительства будет нацелена на сохранение и поддержание экономической стабильности, борьбу с COVID-19 и развитие регионов. Мы продолжаем работать согласно программе «Единство, доверие и созидание». Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и весьма сильно повлияла на экономику. Наши основные направления работы будут нацелены на сокращение экономических потерь. У нас была цель обеспечить реальный темп прироста ВВП не ниже 4%. По итогам 2019 года этот показатель составил 4,5%. До ухудшения эпидемиологической ситуации правительством были рассчитаны все экономические прогнозные показатели, согласно которым объем ВВП сократился на 5,3%. По итогам 5 месяцев 2020 года объем ВВП составил 186 миллиардов 300 миллионов сомов, сократившись на 4,8%. Без учета месторождения Кумтор данный показатель сократился на 6,4%. Наша цель заключается в восстановлении экономики страны и недопущении снижения уровня ВВП ниже прогнозируемого показателя в 5,3% до конца года. Кабинетом министров также планируется работать над сокращением дефицита бюджета. В связи с влиянием коронавируса на первое полугодие правительство пересмотрит свои планы. Одной из главных задач является оказание господдержки предпринимателям, выделение льготных кредитов в рамках антикризисного плана. На начальном этапе общее финансирование составит около 14 миллиардов сомов. Источник для них есть. До конца января планируется начать выдавать кредиты. На сегодняшний день 21 тысяча предприятий нуждаются в финансировании. Больше всего пострадали туризм, горнодобывающая отрасль, отметил Боронов. Мы планируем провести работу по изысканию дополнительных средств в бюджете. Доход бюджета 135 миллиардов сомов. Расходная часть сократилась на 8,6 миллиардов. Наша цель – исполнение планов ГТС и ГНС. Мы возложим на них обязанности, чтобы все соцвыплаты получали вовремя. Также в 2020 году мы планировали вывести часть экономики из тени через снижение НДС и указание реального объема зарплаты. Также нами планируется принятие законопроектов, связанных с дополнительным доходом. Вопрос касается добавочного налогообложения на вывоз руды, импорта ГСМ, а также введения правовых отношений по майнинговым фермам. Проект закона позволит получить около 460 миллионов сомов в бюджет дополнительно. Также Министерство финансов и правительство продолжит работу над продлением срока выплат внешнего долга. На сегодняшний день достигнуты договоренности по этому вопросу с арабским и кувейтским фондами. Также удалось договориться о продлении выплат с Германией, Францией, Кореей и другими странами, рассказал Боронов. Нами запланировано развитие цифровой экономики, введение онлайн-контрольно-кассовых аппаратов, ККА, а также электронная маркировка сигарет и алкоголя, сопровождение электронными документами всех грузов и так далее. Также помимо работы над внешним долгом, для Кабинета министров по-прежнему приоритетным направлением остается деятельность в сфере развития цифровизации. Сделано уже очень много работы. Безопасный город, цифровые госуслуги. Также, что немаловажно, обеспечение страны интернетом позволяет нам сделать многое. Помимо этого, одной из приоритетных задач было и остается развитие регионов. Работа в этом направлении не будет останавливаться. Мы планируем вывести некоторые села из дотаций. В ходе обсуждения народные избранники обратили особое внимание на своевременную выплату доплат работникам здравоохранения и правоохранительных органов, которые принимают участие в мероприятиях по борьбе с COVID-19. Важной задачей стало и проведение прозрачных и чистых выборов.
учуруна туура келип атасыздар. Сиздердин Я хочу пожелать успехов новому составу правительства. Куатбек Альчиевич, вы пришли в такие тяжелые времена. Сегодня главная задача правительства – это сохранение стабильности в республике, как экономической, так и общественно-политической. Мы хотим, чтобы выборы осенью прошли чисто и прозрачно. Ни одна партия не должна получить предпочтение. Кече күнү коалиция бизге ишеним көрсөткөндөн кийин президенттин кабыл алуусунда болдук. Сооронбай Шариповичтин дагы. Вчера после заседания коалиции большинства меня принял президент. Он сказал, что первым требованием должно быть проведение чистых и прозрачных выборов. Это принципиальный вопрос, потому что данный фактор покажет авторитет нашей страны и станет образцом для других государств. У нас есть воля, есть опыт в проведении выборов. Мы направим все усилия на реализацию поставленных задач. Поддержка приграничных сел, укрепление границ стали еще одним важным вопросом в повестке заседания. Было отмечено, что в марте месяце в Баткенской области была создана специальная комиссия, которая должна была рассмотреть вопрос выделения средств для строительства домов на приграничных районах страны. Уважаемый Куатбек Альчиевич, я думаю, вы достигнете всех поставленных целей и задач. Желаю вам удачи. Хотелось бы уточнить один вопрос. В марте месяца в Баткене была создана комиссия, которая должна была рассмотреть вопрос выделения средств для строительства домов, расположенных в приграничных районах страны. Надо также продумать вопрос о жилье для правоохранительных органов. Хотелось бы, чтобы эта задача разрешилась. Ипотекалық компанияға был бюджетте 500 миллион сом қаралған. Государственной ипотечной компании в этом году предусмотрена сумма в размере 500 миллионов сомов. Из этих средств планируется выдача средств для граждан. Помимо этого, Кереметбанк также занимается льготным кредитованием. Вопрос борьбы с контрабандой также не остался в стороне. Многих интересовала текущая ситуация в Баткенской области, так как буквально месяц назад там задержали граждан соседней страны при незаконном ввозе груза. Большинство депутатов коалиции большинства относятся к правительству с большим доверием, но мне бы хотелось сделать акцент на том, что сегодня проблема с границей все еще остается нерешенной полностью. Что касается борьбы с контрабандой, как обстоят дела с этим на сегодняшний день, в том числе на границе с Таджикистаном. Сколько таможенных пропускных пунктов есть на границе с Таджикистаном? Насколько выросли таможенные платежи с тех пор, как взяли контрабанду под контроль? Экинчи маселе мына аткезчилик маселеси боюнча По борьбе с контрабандой идет работа. Стараемся выйти на максимально хорошие результаты. Проблема была поднята на республиканский уровень. Сравнительно есть итоги, но полностью пока не достигли прекращения контрабанды. Будем работать. Сейчас идет больше контрабанды в связи с неуточненностью границы с Таджикистаном. На границе с Таджикистаном есть 3 таможенных пропускных пункта. 1 в Баткенской области, 2 в Волжской области. Лишь от одного поста Кайрагач за последние 5 месяцев после усиления контроля за контрабандой в 350 раз выросли поступления. Если за январь-май 2019 года доходы были только 15 тысяч сомов, то за этот период 2020 года поступления выросли до 5 миллионов сомов. По итогам заседания парламент утвердил программу деятельности, структуру и состав правительства. За проголосовали 105 депутатов, против только 2. После было принято соответствующее постановление. По итогам заседания народные избранники отметили, что главной задачей правительства на сегодняшний день должно оставаться сохранение стабильности в стране. Результаты работы правительства мы можем узнать только через год. И сегодня задача нового правительства – сохранить стабильность, которая сегодня у нас пока существует. То есть, чтобы дальнейшего падения не было. Потому что борьба с коронавирусом продолжается. Во всем мире идет падение экономики. Особенно в странах Евразес, с кем мы экономически очень тесно связаны. Поэтому сейчас сохранить и заложить фундамент для дальнейшего развития. Отметим, состав правительства не претерпел больших изменений. На должность первого вице-премьер-министра вместо Буронова предлагается назначить экс-депутата лидера фракции Кыргызстан Алмазбека Батырбекова. На должность руководителя аппарата правительства предлагается назначить Талайбека Темиралиева, бывшего статс-секретаря МЧС. На должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Алтынбека Исмаилова, директора парка высоких технологий. В остальном состав кабинета остался без изменений.
Айтол Кунсулпуева, Рыскелди Кукульбеков, ЛТР, Бишкек.